Вчера оғылар. Бүгінгі бейеқа 2 жыл жеппір Валентина Сергеевна Лукина, кенебаланда кандидат психологических наук, исторической и психологической институтка Суфулга Үлелир, бәйті доцент, профориентолог, навигатор, она сайттегі осыны консультант. Онан үлчепірдің көрсен кемекке. Здравствуйте, ребята. Я прошу прощения, но я буду на русском, потому что на якутском мне об этом сложно говорить. Так, значит, меня зовут Валентина Сергеевна, да, и мы будем работать следующим образом. Я немножко расскажу, да. Пока я рассказываю, я вот отправляю такие 2 листочка. Вы отсюда отрываете бумажку, кусочек какой-то, да, пишите свой вопрос. Хорошо? Вопросы могут быть там про профессии, про то, как выбирать, как стать успешным, счастливым. В общем, то, что вас интересует. Хорошо? Если есть вопрос, пишите. Может быть, пока нет вопроса, тогда не пишите. Хорошо? Потом в конце мы ответим на вопрос. Можно 2, можно 3, 10, может у вас много вопросов. Пишите. И вот можно вот да? И смотрите, вот будет ходить вот такая сумочка, сюда вопросы кидайте, хорошо? Так, хорошо, ну давайте о профессиях будущего. Поскольку я много работаю с подростками, с их родителями, очень часто меня спрашивают, а вот как выбрать профессию так, чтобы она была востребована там, через 10 лет, когда я пойду работать. Да? То есть вы же пойдете не сейчас, скорее всего, через 5 там, или 10 лет, может быть, кто-то через 15 лет пойдет работать. Ну, такая ситуация сложная. Вот. И, конечно же, возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько в мире профессий? Как вы думаете? Много. Цифру назовите. Так, 1000. 10 тысяч. Не сосчитать. 1500. Так, разные варианты, да? Ну, давайте посмотрим. На сегодня около 40 тысяч профессий. Да? Давайте попробуем назвать, какие вы можете. Вот, ну, кроме того, что здесь есть, что еще можно? Юрист, еще? Полицейский, парикмахер, тракторист, ФСБшник, прокурор, да? Секретарь. Так, вот. А можете назвать что-то такое, ну, как сказать, нестандартное, что ли? Строитель. Какую-то новую профессию можете назвать? Дизайнер, дегустатор. Программист. Айтишник можете уточнить? Айтишники же разные бывают. Программист, а еще? Дизайнер, который логотипа компании создает. Дизайнер логотипов, может быть, да, еще что-то можете назвать? Сложно, да? Вот мы как-то с ребятами пробовали назвать новые профессии. Ребята, ну максимум, что мы назвали, это 20 новых профессий. Ну вот видите, да, 40 тысяч, у нас есть какие-то стандартные профессии, из новых очень сложно назвать. И смотрите, вообще, как вы думаете, у вас есть интерес, вам нужно знать, что будет в будущем? А зачем вам это знать? Чтобы быть подготовленными еще? Правильно выбрать. Чтобы правильно выбрать профессию. Ну, смотрите, сейчас действительно у вас такой период, когда вы стоите вот как-то в раздумьях, да? Куда у вас есть несколько путей. Но на самом деле ваша картинка, скорее всего, не так. Это ваши родители, наверное, вот так вот стояли, у них было 3 пути. Направо пойдешь, прямо пойдешь, да, налево пойдешь. У вас картинка, скорее всего, выглядит вот так. Что это? Автострада. Это одна из самых сложных развязок, она в Китае находится. У вас, наверное, вот пути, которые у вас есть перед вами, их очень много. Да? Можете назвать, что вы можете вообще делать в жизни? Ну, не конкретно вы, а вообще вот современный человек.
современный подросток, какие у него есть возможности? Участвовать в Олимпиадах. Участвовать в олимпиадах. А дальше? Зачем участвовать в олимпиадах? Чтобы получить баллы. Чтобы получить балл. А баллы вам для чего? Чтобы поступить в ВУЗ. Хорошо. Значит, можно поступить в ВУЗ. Еще? Можно пойти работать. Еще какие варианты? Можно пойти в колледж. Можно создать семью. Как еще можно жить Я дальше? знаю один вариант, но он крайне странный. Например, Например, я этим летом поехал в лес, там поработал 2 недели, накосил травы, и эта накосившая трава была стоимостью 500 000. Вот мы могли это продать и заработать себе 500 000. хороший вариант предпринимательства. Сейчас, кстати, вообще навыки предпринимательства нужны, наверное, многим, практически всем. Да? Ну, например, не знаю, вот вы кого слушаете? Да, музыку? Ну, музыку. Вы слушаете музыку? Да. А Виктор что вы Цой. слышите? Ну, давайте, например, возьмем такой крайний пример. Моргенштерн. Кто-нибудь слушает его? Ну, кто-то, наверное, слушает. Как вы думаете, это успешный человек? Ну, судя по тому, сколько он зарабатывает, это успешный человек. Ну, что можно сказать о его вокальных способностях? Нет, он это гений. Гений? Да. Ну, а он петь может, как бы умеет, у него есть вокальные данные. То есть, смотрите, сегодня мир таков, что, например, вот мне часто ребята говорят, ой, я петь не умею, я не могу стать певцом. Да? Но есть такое понятие, как гибкие навыки. Да? И вот как раз-таки у Моргенштерна, скорее всего, очень хороший навык предпринимательства. Да? То есть он смог как-то вот свои таланты встроить вот в современный мир, в современный рынок. Да? Вот, поэтому сегодня возможностей для того, чтобы реализовываться, их очень много. Ну просто их вот как-то так запутано, надо только в этом разобраться. Еще один вопрос. Смотрите, сегодня очень радует, когда ребята знают о технологиях. Какие технологии вы знаете сегодня, вот то, что меняет мир сегодняшний? Ну, например, а робот-пылесос это что за технология? Робототехника. Хорошо. Еще какие технологии вы знаете? Ну, вот давайте мы об этом про технологии, да, попозже, про современные. Вот смотрите, вообще зачем нам надо, современным людям, знать, как технологии меняют мир? Вот давайте простой пример возьмем. Это колесо. Вот на первой картинке это одно из самых первых колес, которое было изобретено человеком. Да? Примерно 5 или 4 тысячи лет до нашей эры. То есть, видите, очень большой разрыв, ученые не могут никак понять, когда это было изобретено. Как вы думаете, как вот эта технология колеса поменяла окружающий мир и как поменяла мир профессий? Вот не было, и вдруг появилось колесо. Что произошло в человеческой жизни? Стало легче это перевозить грузы. Ну, стало легче, а что Перевозить произошло? грузы стало легче. Что произошло? Что появилось? Ну, да, появились телеги. Перевозили людей. Открытие новых технологий, Ага. чтобы удобнее было. Чтобы удобнее было. Ну, например, вот появились телеги, можно перевозить грузы. Да? Еще что появилось? Человек стал умнее. Человек стал умнее, да? А смотрите, если появилась телега, да? Что нужно для того, чтобы телега ездила? Колесо. Лошадь. Колесо, лошадь, еще
Ну, всадник нужен. Вот представьте, сплошной лес и телега. Мы уедем далеко? Дорога. Нужны дороги. И вот смотрите, если мы говорим про технологию колеса, она очень сильно изменила наш мир. И смотрите, что произошло. Смотрите, что произошло, да? Если у нас появляется телега, значит, нам кто нужен по профессии? Ну, вот возник, ну как, извозчик, да? Еще? Инженер, который эту телегу спроектирует. Инженер проектирует, а кто-то должен собрать. Да? Ну как, не знаю, как назвать, собиратель телег, да? Еще? Кто-то должен дорогу спроектировать, кто-то должен эту дорогу сделать. Для дороги нужны там, как это называется, ну чем выкладывают дорогу, да, брусчатка. Кто-то эту брусчатку должен сделать, да? Телега ломается, кто-то должен починить. У телеги, ну кто видел телегу? Ну там, да, есть упряжь, например, да, кто-то должен это сделать и так далее. То есть смотрите, одна технология и сколько профессий появилось, да, сколько отраслей появилось. Поэтому, ребята, для того, чтобы быть, ну, как бы на волне, чтобы быть в тренде, очень важно понимать, какие технологии есть сейчас и как эти технологии меняют окружающий мир. Да? И давайте мы посмотрим на прогнозы. Вот я у вас спросила, какие технологии вы знаете. И вот кто-то сказал про айтишников, но это называется как бы общим словом цифровизация. Да? В связи с цифровизацией вот такие технологии у нас есть. Искусственный интеллект. Кто слышал про искусственный интеллект? Siri, Google. Siri, Google, пользуетесь, наверное, да? Алиса, Яндекс. А еще где у нас используется искусственный интеллект? В Сбере. В Сбере, совершенно верно. Сейчас Сбер, кстати, очень активно использует. Так. Дальше, Big Data. Кто знает, что такое Big Data? Большие. А что это такое? Можете рассказать? Типа Google. Вот Там много смотрите, информации. вот Петр сказал, предыдущий, да, оратор Петр, он сказал о том, что не делайте ничего плохого, да? Ведите себя хорошо. И вот смотрите, давайте посмотрим, как вот эти big data связаны с нашим поведением. Как вы думаете, ваше поведение в социальных сетях? У кого есть соцсети? Кто зарегистрирован в социальных сетях? Ну, у всех есть. Все, наверное, выходите в интернет, гуглите что-то, да? Как вы думаете, вот информация о том, чем вы занимаетесь, где она оседает? В серверах. Где-то на серверах. Как долго она хранится? Бесконечно. Она хранится бесконечно долго. И, например, приведу вот ситуацию, которая была на выборах президента Америки, это там, год я не помню какой, но в общем, когда Трампа выбирали, вместе с Трампом выдвигал свою кандидатуру один там, ну, относительно молодой человек, да? И его вот эта предвыборная гонка завершилась очень быстро. С ним произошло следующее. Оказывается, когда он был еще совсем студентом, молодым, он в своих сетях, Facebook, опубликовал какой-то пост. Да? Ну, и этот пост, он был такой вот с националистическим характером. Значит, там что-то он про Гитлера говорил и так далее. И вот этот материал, то есть прошло достаточно много времени, там около 20 лет, да, 15 лет, этот материал вытащили во время вот этой гонки предвыборной, опубликовали, да, ну и все, мы его не видим. Поэтому, когда вы говорите, когда вы там что-то пишете, постите в социальных сетях, где-то что-то лазите, да, всегда очень внимательно относитесь к этому, потому что это ваша репутация, это не инкогнито, это всегда можно найти. И вот это вот и есть Big Data. То есть вот вам сейчас сколько лет? 16. Где-то 16 лет. А вас уже где-то там накоплено огромное количество материалов. Да? О вашей учебе, о том, как вы учились, да? О том, как вы болеете.
все ваши болезни тоже где-то там хранятся. Где вы чего ходите, там перелеты ваши, где вы бываете, да, и прочее, прочее. То есть, и вот это вот big data. Но эта информация, она очень бывает важна, да, и полезна, интересна. Ее используют очень часто в таких исследовательских целях. Ну, давайте я не буду углубляться, в общем, сами посмотрите, что такое Big Data, это очень интересное направление. Ну, робототехника, беспилотка, био-нейроинтерфейсы. Нейроинтерфейсы, знаете, что такое? Ну, в том числе, да, отчасти это очки. Нейроинтерфейсы, ну, например, да, бионейроинтерфейсы. Ну, например, все, наверное, слышали, что сейчас изобрели эти протезы, рука-протез. Как она действует, как она двигается, за счет чего? Мозговой Она получает, да, она получает сигналы из мозга. Да? И за счет этого там можно сжимать, разжимать, что-то делать. Это очень такая интересная тоже технология, поэтому кто интересуется медициной там, и прочим, можно куда-то сюда посмотреть. Да? Дальше вы мне говорите айтишники. Но айтишники, ребят, бывают очень разные. Здесь отчасти часть только представлена, да? Можно это все тоже посмотреть, где-то потом, когда у вас будет свободное время. Так, ну это вот, да, смотрите, здесь очень интересно хотела показать, что вот многие ребята думают, что, ну вот есть, например, там врач отдельно, да, есть филолог отдельно, есть инженер отдельно, но сейчас такая тенденция, что все отрасли, они начинают перемешиваться, да? И это называется междисциплинарный подход. Ну вот здесь я хочу обратить внимание, например, вот смотрите, цифровой лингвист. Это технарий или гуманитарий? Технарий гуманитарий. Точно? Технический гуманитарий. Гуманитарий. Смотрите, сегодня мы приходим к такому миру, когда очень важно, чтобы у вас были и технические, и гуманитарные навыки одинаково хорошо развиты. То есть сегодня нельзя сказать, что ой, я гуманитарий, я не буду математику учить. Математика нужна всем. Иностранный язык, русский язык всем нужны. Да? Поэтому очень важно сегодня, когда вы учитесь, да, ну, как бы все предметы одинаково хорошо учить, скажем так, чтобы у вас была хорошая база, фундамент. Ну, здесь тоже есть всякие интересные вещи, я думаю, что вы посмотрели, да? Так, вот, и смотрите, если мы говорим про технологию искусственного интеллекта, и мы, в общем-то, это одна из важных технологий, и сегодня вот многие ребята говорят, ой, только программисты нужны, ничего подобного. Вот смотрите, для того, чтобы искусственный интеллект заработал, он сегодня очень примитивно работает, для того, чтобы искусственный интеллект заработал, как вы думаете, какие специалисты нужны? Инженеры, ну, программисты, само собой, еще кто? Дизайнеры. Так, еще, ребят, кто? Бета-тестеры. Менеджеры. Менеджеры, отлично, совершенно верно. Тут кто-то должен продвигать эту технологию, да? Кто там еще нужен? Бета-тестеры. Тестеры нужны, да. Голос. Психологи нужны? Да. Да, потому что искусственный интеллект строится по подобию человеческого. Интеллект у человека изучают психологи. Нейрофизиологи нужны, те, которые изучают строение головного мозга. Нужны для того, чтобы понять, как процессы происходят. Антропологи – это люди, которые изучают вообще человека, как происхождение его и прочее. Нужны? Да. Тоже нужны, потому что нам важно понять, как мозг у человека менялся. Да? Поэтому, ребят, смотрите, когда говорят, что в будущем нужны будут только программисты, это в корне неверно. Да? Потому что программист – это человек, который берет что-то и упаковывает в программу. Ну вот что-то, содержание, это всегда кто-то дает там. Биолог, не знаю, физик, психолог, филолог и так далее. Да? Вот. И
Вот здесь я привела цитату Илона Маска, да, о том, что искусственный интеллект – это всегда определенная степень опасности. Ну, кто-то, наверное, фантастику там читали, смотрели фильмы, да? Чем опасен искусственный интеллект? Сойти с ума. Сойти с ума? Саморазвитие. Мир. Да, самая такая страшилка – захват робота, да? Захват человека роботами. Пример, который случился, ну такой классический пример, который случился с автомобилем Тесла. Слышали, да, наверное? Что там было? Закрыл человека и это. Да. Случилась авария, где пострадал человек. Возникает вопрос, кто виноват? Человек. Илон Маск? Человек. Какой человек? Там за рулем никто не сидел. Машина ехала на автопилоте. Искусственный интеллект. И к нему как мы будем предъявлять претензии? А создателя? Сломать? Создателя? Вот. То есть это Перепрограммировать. очень большой вопрос, и поэтому, да, вот те, кто занимается искусственным интеллектом, там еще есть очень большой слой тех специалистов, которые занимаются разными вопросами безопасности. Да, это и техническая безопасность, информационная безопасность, это биоэтики. Да? Ну, например, возможно, вы слышали, в 2016 году, по-моему, в Китае, не в 2016, а в 2018 году в Китае провели операцию по изменению генетического кода у еще не родившегося младенца. Вот как вы расцениваете эту ситуацию? Это хорошо или плохо? И хорошо, и плохо. Ну, хорошо почему и плохо почему? Хорошо, потому что Они можно делают- что-то новое Давайте, открыть. ага. А плохо со стороны этой человеческой этики. Ну, а Плохо со стороны родителей. почему родители? Ну, у ребенка была генетическая патология, он бы родился с отклонением. Но ее отредактировали, и человек родился здоровым. Это хорошо тогда? Вот смотрите, здесь вроде бы да, они исправили, сделали хорошее дело. Но где гарантия, что кто-то другой не сделает обратное? Может быть, они отредактируют так, что человек родится, ну не знаю, там, с патологией какой-то, да? Ну, с отклонениями и прочее. Поэтому вот биоэтики – это те люди, которые занимаются вот вопросами этики в связи с искусственным интеллектом. Так, ну и так далее, да? Так, еще одна технология интернет-вещей. Кто знает интернет-вещей? Я знаю. Интернет-вещи его используют в основном в Южной Корее. Ну, на сегодняшний Его день, создали да? Samsung. Ага. Первый. Хорошо, а интернет-вещей в вашей жизни присутствует? Они пишут на системных кодах Arduino. Мгм. Так, хорошая нам информационная справка, хорошо. А сегодня, в вашей жизни есть интернет вещей? Телефон. Нету? Ну, например, у кого-то есть, вы заходите в подъезд или домой, и лампочка загорается. Ну, это самое простое применение вот, технологий интернета вещей. Кто-нибудь слышал, вот есть такие умные дома, когда, например, ну, вы приходите в 6 часов и Открывайте дверь телефона. Добрый вечер. открыть дверь телефоном, или вы приходите, уже ужин готов, кофе сварен, все сделано. Да? Не знаю, там холодильник заказал еду, все доставили. Это тоже вот интернет вещей. И мы потихонечку к этому тоже двигаемся. Так, у нас по времени... Ну и так далее. Да. И вот, еще буквально последний момент. Еще одна тенденция, тренд, который вы, скорее всего, тоже знаете, демографические изменения. Что происходит с народным населением? Сокращается и перенаселение. Сокращается? Сокращается и перенаселение. А какая группа сокращается и какая группа у нас растет, возрастная имеется? Мигранты или эмигранты. Количество мигрантов растет. Да? Сегодня мы можем в абсолютно любой стране, в городе работать никто не запрещает.
Смотрите, демографические изменения связаны с тем, что у нас количество взрослого населения, да, старше 60 лет, их становится все больше, больше и больше. В связи с этим возникает вопрос, какие профессии могут появиться? Ну вот здесь они написаны, да? Консультант по здоровой старости. Ну то есть, скорее всего, ваше поколение, вы уже будете лет, не знаю, там, до 100 жить, скорее всего. И вы хотели бы прожить эту жизнь здоровыми или больными? Здоровыми. Ну, конечно, здоровыми. Да? И поэтому появляются такие люди, которые вам уже сейчас скажут, что нужно есть, какой образ жизни вести, для того, чтобы ваша оставшаяся жизнь была здоровой, полной, счастливой. Да? Так, эксперт, персонифицированная медицина и так далее, и так далее. Да? Вот. И последний тренд, на котором я хотела бы остановиться, это, конечно, экологизация. Ну, вы все, наверное, знаете, да, что сегодня очень много там проблем и прочее. Ну и, соответственно, тоже в связи с этим трендом появляется очень много новых профессий, новых областей. Вот. А теперь где резиночка наша? Сколько у нас есть минут? 5? 10? 10. Ага. Так, во что следует инвестировать? Так, хороший вопрос. Ребят, как вы думаете, во что следует инвестировать? В себя. В себя хороший вопрос. Какой ответ? В компанию Apple. Смотрите, вот мы сейчас с вами перечислили основные тренды. Да? Соответственно, компании, которые занимаются там зеленой энергетикой, да? Компании, которые занимаются энергоаудитом, компании, которые занимаются всяческими IT-штуками, да? Медицина, здравоохранение, скорее всего, это вот компании, которые будут... Но мне понравился ответ в себя. Это самая лучшая инвестиция. В свое здоровье, в свой интеллект и прочее. Так, ну, сколько успеем, мы на столько вопросов. Как получить визу в США? Примите участие в розыгрыше лотереи. Кстати, каждый год она проводится. Так. Влияет ли результат ЕГЭ, если я хочу поступить за границу? Южная Корея. Ребят, за рубежом ЕГЭ не нужно, но в зарубежных вузах есть свои вступительные испытания. Они могут быть сложнее, чем наши, потому что у них другая программа. И, как правило, на сайтах вузов есть вот эти программы вступительных испытаний. Значит, надо покопаться в Южной Корее и найти программу испытаний. Как начать зарабатывать на свою личную квартиру? Хороший вопрос, тоже хороший вопрос. Ну, сейчас, ну, как мне кажется, да, я не подросток, мне так кажется, да, что сейчас возможность заработать. А кто пробовал зарабатывать? У всех, ну, многих есть опыт попробовать зарабатывать. Вы потратили сразу деньги или во что-то вложили? Во что-то Одежду купили, ну, не знаю, там, сходили, мороженое купили и прочее. Сейчас, смотрите, есть несколько возможностей для того, чтобы зарабатывать удаленно. Есть разные ресурсы, там, Толока, Яндекс, например, Quark, по-моему. Если у вас есть какие-то компетенции, то есть навык какой-то, вы можете редактировать фотографии, вы можете работать в таблице Excel, вы умеете рисовать какие-то клевые рисуночки, вы умеете делать логотипы, вы умеете работать с текстом. Это все всегда востребовано. Поэтому ищите, да, я думаю, что будут такие возможности. Если настроение резко меняется с негативного на позитивный, норм ли это? Ну, это нормально. Ну, в то же время есть какая-то зона, которая сразу улучшает настроение. Например, Ну, вообще есть такое, да, вообще есть такое, что у нас есть определенный центр удовольствия,
которые, вот, кстати, это очень хороший вопрос, знаете, в связи с чем? Вы задумывались над тем, давайте так, кто понимает, что очень важно там, читать хорошие книги, развиваться, что-то учить для себя, кто понимает, что это полезно для развития? Поднимите ручки. Многие понимают, да? Теперь смотрите вопрос. А как часто бывает так, что вы зависаете в телефоне и при этом у тебя достаточно ресурсов, достаточно воли, да, для того, чтобы что-то сделать и пройти какой-то путь? Ну вот это вот для меня то, что важно. Ну и давайте, наверное, последний, да? Ну, как найти любимое дело? Как найти любимое дело? Вот очень часто хочется, кому хочется, чтобы дорога была такая прямая? Выбрал и идешь, и все прекрасно, и дорога прямая, и никаких преград, все, солнышко светит, птички поют. Ну, здесь, скорее всего, да. Вот я не знаю, если вы спросите ваших родителей, ваших родственников, знакомых, у многих дорога вот такая. Да. То есть, и смотрите, это нормально. Да, это нормально, это хорошо, это наоборот, наверное, возможность для того, чтобы что-то увидеть, что-то услышать новое. Это всегда интересно. Как найти любимое дело. Поэтому, ну, пробуйте. Сейчас много возможностей для того, чтобы пробовать, искать. Так, и что нужно сделать, чтобы выбрать идеально подходящую для себя профессию? Ну, смотрите, мне кажется, что идеально подходящая профессия – это всегда очень много возможностей. Нет одной профессии. Ну, например, если я по своему опыту скажу, да, что, например, у меня профессия, я преподаватель, я игропрактик, я модератор, то есть это разные профессии, которые я вот на данном этапе сочетаю в себе. Да, я консультант тот же самый. Вот, поэтому одна профессия, скорее всего, в современном мире это невозможно, да? Скорее всего, вы будете обладать несколькими профессиями, несколько направлений. Вот. Хорошо, ну я, так, жаль, конечно, что не на все вопросы ответили, но да, некоторые вопросы, я думаю, что можно что-то осветить. Вот, это то, что я хотела вам сегодня рассказать. Конечно, 30-40 минут это очень мало для того, чтобы такую тему освещать. Но вы можете, например, там, не знаю, подписаться на мой инстаграм, да, потому что периодически я там что-то публикую на своих страничках. Вот, все, спасибо большое. Вопросы можете, значит, беседовать вам понравилось, да? Я вижу, что понравилось. Очень интересный человек. Я сама сижу такая, спасибо большое. И мы бы хотели вас еще раз увидеть, оказывается. Он, ребята, может быть, в будущем еще хотите встретиться? Да? Когда бы вы хотели встретиться? А? Завтра или завтра не получается. А? Сразу я говорила, ну как-то отдельно надо, потому что Валентина Сергеевна, оказывается, вам может очень много, у вас очень много вопросов и так далее, да, чтобы отдельно полностью с ней встретиться, запланировать какое-то событие вместе. И Людмила Георгиевна, так мы к вам выйдем еще раз. Спасибо большое. Еще раз спасибо. Merhabalar,
Bari gördü. Kötübük 3, 4. Kötübük bari. Спасибо. Onu slayda olur. Valentina Sergeyevna şurada var. Kontaktlara, Instagram, Kırdığı da olur. Onlar вопросlardan cevap da. Hayalde toplarız. Стараюсь на них ответить. Açıldı. Olur. Bu вопросları cevapta hep ona kadar istedi. Manık mustamar istedi de ilişkinin kim birbirine bir kulak tutacak olur. Kılahının arasama kaybettu. Вопросları da PTM getirse, işte вопрос bir yapıp da. Ona kadar istedi. Вопросы istedi de. Вопросы istedi. Hep. Внимательно подумаю, найду цитату какую-нибудь. Спасибо. Спасибо. Soka direkte huriyata kullandı. Dedi ki tavla. Hadi çoğu etmedi. До свидания, ребята. Bugün kalan material konusunda takdir etti. Seçer oğullar, belediyenin gidin bazı tahtalar zibir kuhriyet okudu. Bir bilgi bugün bilgi, bu da olur. Bihi tehe bağırar.